Бюджет 150 депутатов точно не выдержит. Нет, уровень жизни снизился. Провокационный вопрос, когда он ушел. Он написал по собственному желанию ушел, но не по своей воле. Может, древесина подорожала? Это незаконно. Үте күннен күнді дағыттар, бүгін кым народ қағытын түйілгетігер эхидні кітті көрсекәлі Виктор Николаевич Губарев. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня к вам навстречу на площадке газеты «Кым» пришел Виктор Николаевич Губарев, наш главный коммунист Якутии, руководитель регионального отделения Коммунистической партии, руководитель фракции Компартии в нашем парламенте. Виктор Николаевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемые друзья, товарищи. Добрый день, Мария Николаевна. Мне очень приятно сегодня встретиться здесь с вами, тем более, что и повод очень важный. Мы накануне разговариваем о важном событии. Будем избирать 19 сентября высший наш законодательный орган страны, Государственную Думу Российской Федерации, Федерального собрания. Еще раз добрый день. Все мы об этом помним. 19 сентября состоятся выборы в нашей стране, по всей стране. Конкуренция очень высока, накал страстей, думаю, ближе к выборам тоже будет очень насыщенным событиями. Ну и хотелось бы наш разговор начать с вашей деятельности в нашем парламенте. Вы являетесь одним из руководителей нашего парламента, вице-спикером. Скажите, пожалуйста, какие основные направления деятельности вас как одного из руководителей парламента? Какие области курируете? Ну, прежде всего, пару минут я скажу о некотором вступлении таком, а потом уже перейдем конкретно к ответу на вопрос. Ну, все познается в сравнении. Вот, и народ, который будет избирать наше население, высший законодательный орган, он, конечно, будет сравнивать. И мне бы хотелось взять один период в нашей стране, биографии нашей страны, Российской Федерации, Союз Советских Социалистических Республик, 30 лет. Ну, 30 лет, вот 90-й год, 2021 год, и 1945 год, и 75 год. Вот этот период. Вот 45 год. Великая победа. Ну, победа далась какой ценой? У нас 700 тысяч, вот цифру можно назвать такие, чтобы они конкретно были. 1710 городов было разрушено. 65 тысяч сел, деревень. 73 тысячи совхозов и колхозов. 10 миллионов инвалидов. 25 миллионов не имеют жилья. Вот с чем мы столкнулись, когда вступили в гражданскую жизнь. И уже через 30 лет достигла Советский Союз, народ достиг уровня, предвоенного уровня. Даже все показатели на 75% выросил. Уровень жизни повысился. Вот при Брежневе иногда говорят, Брежнев Леонид Ильич, там, старый человек и так далее. При Брежневе получили за 18 лет его руководства Коммунистической партии государством, получили бесплатно 163 миллиона человек жилье. Вот теперь период 1990 год, 21 год. Но это же не какая-то пропаганда, это действительность. Мы же живем в этом мире. Ну и что мы сегодня, значит, на какой уровень, значит, вышли в своем развитии? Вот в результате то, что произошло, разрушился Советский Союз, в результате того, что социалистическое строительство было не по нашей воле, значит, либералами, рыночниками, заменено на рыночную экономику, капитализм. И сегодня все показатели сегодня ниже. Ну, сырьевой только вот мы проложили, конечно, нефтепровод, один, второй. Сегодня сила Сибири, там только одна республика дает там миллионы тонн нефти, газа. Хотя нужно сразу заметить, это наша республика, очень многие населенные пункты не газифицированы, такие предприятия, начиная с «Газпрома». Ну и уровень жизни снизился. Но прежде всего, конечно, если не увеличивается по численности государства, за последние только 2 года 2 миллиона человек мы
естественная убыль. Население, мы не растем. Разве можно с этим согласиться? Это значит не так что-то. Что-то, ну, если население не растет. Поэтому, ну, и многие обязательства тоже не выполнены. Выросли цены, инфляция на 30% шагнула. Инфляция, ну, как можно говорить, сегодня в нашей республике 179 тысяч бедных. Бедных, живущих ниже прожиточного минимума. Это около 10% безработных, а в селах около 30%. Значит, конечно, и нужно в оценке то, что произошло, нужно и подойти, по делам оценить ситуацию правящей партии, власти. Значит, Виктор и мы бы об Николаевич. этом говорили. Дальше мы на некоторых вопросах подробнее, может быть, остановимся. Теперь я перейду непосредственно. Да, Виктор Что вы? Николаевич, и все это Вот у время, нас, которое вы перечислили, все 30 лет, наша коммунистическая партия является парламентской партией. Да, конечно, безусловно. Да, парламентская партия, но не большинство. Из 450 депутатов это- никогда не было большинства, даже простого большинства, 226 Ну и голосов. думаю, что Поэтому давайте для того, вернемся чтобы, да, к нашему для того, вопросу. чтобы принимать законы, те, которые мы представляем, они вносят наши коммунисты, они не принимаются большинством Единой России, потому что курс взят не, значит, не на решение проблем, которые стоят перед народом. Поэтому Ну, я вернемся к нашему третий парламенту. созыв, да. Вернемся к Я нашему третий созыв. В парламенту. 4-м, 5-м, 6-м созыве вместе Да. с вами работаем. Да. Значит, Являетесь из них вице-спикером я нашего уже парламента. второй срок заместитель председателя Государственного собрания. И я это рассматриваю как вообще авторитет нашей фракции, Да, авторитет нашей партии, авторитет нашей фракции в Государственной Думе, которая очень много, в том числе, решает и проблемы Арктики, Севера. И такие, как Николай Михайлович Харитонов, возглавляет постоянный комитет коммунист по региональной политике Северу и Дальнему Востоку. Он очень много раз бывал у нас и Да. сейчас активно работает. Непосредственно какие, ну, нужно понимать, что Работы мы, конечно... много, работы Да. много, проблем у Понимать, Севера Арктики конечно. много. Но самая главная задача, которая стоит перед партией и фракцией нашей, это прежде всего выполнение программы, с которой выступает, значит, наша и шла к избирателям, и заручилась поддержкой избирателей, в том числе и в нашей республике, хорошая поддержка. Значит, это защита интересов людей, это решение проблем, которые сегодня волнуют. Поэтому мы всегда в своей деятельности, наша фракция, и я в том числе, как руководитель фракции, как народный депутат, мы всегда и оценку своей деятельности выносим. Например, когда утверждаем бюджет. Бюджет, ну, нужно добавить, я как заместитель председателя Госсобрания еще имею вопросы, курирую непосредственно какие-то комитеты и направления. Это прежде всего вопросы Арктики и коренных малочисленных народов Севера. Я вообще-то 25 лет прожил на Колыме среди коренных малочисленных народов Севера. Я очень вообще-то рад и благодарен нашей республике, нашему населению там, моим учителям, Гаврилу Алексеевичу Чукачеву, Филатову Вячеславу Антоновичу, которые были первыми секретарями райкомов партии. И вот эти проблемы очень близки для меня. Я являюсь соавтором законопроекта, который вообще-то очень важен был республике. Это принятие закона об этнологической экспертизе территорий традиционного природопользования, территории традиционного хозяйствования. Этот закон дал возможность не только коренным малочисленным народам Севера, дал возможность республике, прежде чем начинается освоение, наша республика, у нас 44 только крупных недропользователей, прежде чем идет освоение, посчитать, какой ущерб будет нанесен этому. Это научное целое исследование должно быть. Подготовлены документы, в нем участвуют
жителей той территории, где это происходит. В И других- второе, в друг- установить Да, в других ущерб. регионах Да. есть такие законы Ну, аналогичные? практически нет. Такого закона нет, да. Ну да, Поэтому согласна, сегодня очень мы важный добиваемся, закон. вы совершенно правильно подметили, Мария Николаевна, добиваемся того, чтобы на федеральном уровне был принят закон Да, об этнологической экспертизе. Да, потому что недропользователи в основном руководствуются федеральным законодательством, и можно даже сказать, что они не обязаны соблюдать, они так себя ведут, что не обязаны соблюдать региональное Многие, законодательство. да, многие И это, уходят. конечно, вносит и не придает веса нашим законам. Конечно. Ну, он существует, сегодня действует, пробивает. Мы думаем, что обязательно будет вопрос, связанный, значит, на федеральном уровне такой закон будет принят. И два законопроекта, в которых мы активно очень принимали участие, коммунисты, и в целом Госсобрание, но мы работали с Государственной Думой, с нашей фракцией. Она нас поддерживала, нашу республику. Это о дальневосточном гектаре, где нам удалось внести поправки, которые запрещают там, это, выделять территорию, где происходит традиционное оленеводство, да, и где добывается природный ресурс. Вот это первое. И закон о государственной поддержке народов, о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне. Неоднозначно этот закон, он принят, и нам удалось тоже отстоять, ну, во-первых, инвестор, который приходит сюда, там было несколько миллиардов с такими деньгами, нам удалось, значит, принять положение, поправки, где дают возможность, значит, нашим жителям республики и представителям коренных малочисленных народов Севера выступать инвесторами в реализации этого закона. И многие другие. Ну вот при государственном бюджете мы даем десятки поправок, как и многие депутаты, и при утверждении последнего, ну не последнего, а значит, бюджет, который был утвержден на 2021 год, нам удалось поправку провести, депутаты поддержали, увеличить бюджет, расходную часть на 10 миллиардов рублей. Ну вот со стороны Есения Сергеевича определенная критика была, что наш парламент региональный отстает от законотворческой деятельности и не идет в ногу с федеральным, значит, парламентом, с Государственной Думой. Вы, как один из руководителей нашего парламента, как отнеслись к данной критике? Ну, я считаю, она, ну как, объективно, не объективно, но она не отражает полностью ситуацию. У нас сегодня федеральное государство. Все законы принимаются Государственной Думой. Регионы тоже принимают законы, как правило, 80% приводить в соответствие нашего законодательства с федеральным законодательством. Поэтому здесь, вот сейчас, мысль такая присутствует, реформировать парламент. Да, в то же 70 время идет, депутатов, дискуссия по сделать, поводу сделать, профессионального парламента. уменьшить там, до 40 депутатов. И что мы никогда не согласимся, что по партийным спискам избиралось 35 депутатов, сейчас оставить 12. Но это ни в коем случае нельзя делать. Почему? В нашей территории республики пятая часть Российской Федерации. В Верховный Совет Якутской ССР был 150 депутатов. Они были этнослегов, были оленеводы, там были, значит, с других отраслей хозяйственных, когда они именно представляли народную власть. Ну какое законотворчество, если мы сейчас изберем, сейчас 19 освобожденных, будет там 25 освобожденных, они будут сидеть, значит, и законы какие-то Виктор творить. Николаевич, но я боюсь, что наш бюджет 150 депутатов точно не выдержит. Нет, это, во-первых, какой бюджет? Они же работали там. Они приезжали только на сессию. Они привозили законы избирателей. Предложения. Принимался закон об исполнении, значит, наказов избирателей. Закон такой принимался, сегодня его нет. Они уезжали и работали, они сразу. Виктор Николаевич, но я думаю, что вы не Понимаете, настаиваете. никакой профессиональный увеличить. парламент, законы будут с утра до вечера. Нет такой необходимости у нас. Нет. У нас необходимость быть вместе с народом, Но мобилизовать я надеюсь, вы народ. не настаиваете на 150 депутатах в нашем Нет, парламенте? конечно, на 70. Я настаиваю на том, чтобы оставалось 70. Но 150 депутатов это было оптимальное число.
это было правильно. И такие, да. Мгм. Ну вот все-таки вернемся к нашей текущей ситуации, скажем так, предвыборной. Уже вовсю определены кандидаты, идет полным ходом регистрация кандидатов, которые поддерживают партии, которые идут по одномандатным, по партийным спискам. Ну и вы, коммунисты Якутии, начали предвыборную кампанию, можно сказать, с такого очень символического действия – возложение цветов на памятник Максиму Кировичу Амосову. Выезжали в Хатыры-Кнамского района, и, конечно, это стало очень символичным. Почему именно там решили дать старт выборной кампании? Ну, это вы правильно, символично, правильно. Мы являемся сюда, считаем себя и стараемся ими быть продолжателями той политики, того образа жизни, который после революции в 1917 году заложили наши первые руководители республики. А Максим Кирович Амосов, почему не у Платон памятника Платона Алексеевича Аюнского? Нет, ну там у нас музей государственности республики, во-первых. Значит, ну Платон Алексеевич Аюнский, безусловно, Сидор Барахов, Степан Аржаков, Илья Васильев и многие... Винокуров, Илья Винокуров. Это наши земляки, наши первые революционеры, большевики, они, которые заложили основы, и они с первых дней советской власти делали огромную работу, чтобы наша республика была сегодня, как и вся страна, самой грамотной, значит, и достигла очень успехов, очень больших. У нас даже две революции, только при большевиках, коммунистов после революции у нас прошла вторая революция, когда отделили жилье от и животных отделили, стали жить отдельно, животные отдельно, а жили же вместе. Это Жили вторая вместе. революция, как многие другие в вопросах грамотности и так далее. Поэтому мы сегодня, и вот когда слышишь сегодня, значит, из уст руководителя республики, страны, Максим Кирович Амосов, видный партийный, видный государственный деятель, он видный партийный деятель, он большевик, он один из первых, который принял, значит, вместе со своими соратниками, с народом и защищал революцию. Да. Ну, с этим не можем согласиться, конечно. Но вот кандидатом в депутаты Государственной Думы стали и вы, Виктор Николаевич. Вы идете следом за руководителем, за первым лицом в списках. Можете немножко рассказать о той основной, там, скажем, пятерке лидеров партийного списка, с которым Компартия идет на думские выборы в нашем регионе? Хорошо. Ну, два слова просто скажу, что мы в течение этого года, наша республиканская партийная организация, и Артур Николаевич Алексеев, мы многие годы, и я сегодня являюсь членом Центрального комитета партии, наши коммунисты и сторонники, да и в целом республика, показывают вообще, очень активную такую жизнь. За все эти 30 лет у нас не было ни одного представителя от Компартии и от республики, депутата Государственной Думы. Никогда так, не складывалась так ситуация из-за того, что у нас маленький регион, численность небольшая, 650. Поэтому активность очень большая. У нас, если столетие Октябрьской революции, в этих мероприятиях в республике приняло 150 тысяч человек. Мы сегодня голосовали, наша республика проголосовала более 40% против поправок Конституции, которые были в марте месяце. Почему проголосовал против? Потому что там не все вопросы, которые касаются, значит, поддержки населения, которые касаются уровня жизни, вообще прав и свобод, они все не были там, все 15 поправок не были, значит, занесены. У нас сегодня очень активно работают дети войны, 19 тысяч дети войны у нас, и одни из первых, можно сказать, в регионе мы приняли, и вы это поддерживаете, закон, который приняли о детях войны. Сегодня нужно сделать второй шаг, принять дополнение, чтобы ежемесячно дети войны, каждый из них получал
1000 рублей, значит, дополнительную материальную поддержку. Но это Еще- зависит от изменений федерального закона о ветеранах. Нет, ветеранов сейчас это указ подписал президент, наш Подписал, глава да. республики, ну там 1800 всего человек ветераны тыла, а у нас дети войны не попадают под эту категорию. Поэтому не случайно вот из Мегино-Кангаласского района, и мы поддерживаем эту инициативу, они говорят уже о поддержке 7000 рублей, потому что уровень жизни намного повышает, это не улучшается, а повышается. Поэтому и Центральный комитет партии подошел с учетом значит, работы нашей партийной организации, вообще в целом республики, нашел возможность для того, чтобы дать, ну, составить так региональную группу, а их более 37 региональных групп, по закону не меньше 30 и не больше 40. Поэтому там вот мы, Иркутская область, Магадан и Якутская ССР. Но и Якутская республика Саха-Якутия. Ну, у нас возглавляет список, я скажу о тройке. Сергей Георгиевич Левченко, губернатором был Иркутской области. Он написал по собственному желанию, ушел, но не по своей воле. И вообще трудно понять, что за это время бюджет Иркутской области увеличился в 2 раза. В 2 После того, раза. как он ушел? За счет? Нет. Когда он работал. Когда он работал. Хороший вопрос, вот так, как провокационный вопрос, когда он ушел. Ну нет, конечно, когда он ушел, наоборот, все показатели снизились. Наоборот, очень плохо там. Значит, сегодня многие проблемы. Во-первых, они перешли на плановое ведение хозяйства. Вот только один пример приведу. Значит, черные лесорубы, борьба. Бюджет Иркутской области получал от заготовки леса 1 миллиард рублей. При принятии, значит, определенных мер, решений Иркутской области, губернатора, в том числе Левченко Сергей Георгиевич, эти поступления в бюджет области увеличатся в 10 раз. Был 1 миллиард, стало 10 миллиардов. Может, древесина подорожала? Да, ну что вы говорите? Нет, просто дали по рукам коррупционерам, Понятно. значит, ворам и так далее. Вот дали по рукам. И за это не понравилось. Те, кому дали по рукам, заплатили большие деньги, чтобы Неповадно Сергея Георгиевича было. убрали. Чтобы неповадно было воровать, значит, он... Чтобы повадно было воровать. Он навел порядки в свою бытность. Да, чтобы не было такого. Да, чтобы не было чтобы они такого. дальше продолжали. Да. А у нас Иркутская область и Якутская область 33% имеют, значит, на своей территории лесной фонд России. 33%, 2 субъекта. Но лесная тема сейчас Да. очень Да. болезненная для всех нас в Конечно. связи с этими пожарами. Я предлагаю эту тему в нашем диалоге не использовать. Хотелось бы вам задать другие вопросы. Вот по Левченко я Касательно- сейчас скажу. Да, вот Левченко. Значит, поэтому вполне закономерно. И, значит, он Что он пройдет? возглавляет. Не, он возглавляет, да. Ну и второй в списке у них всегда было, значит, только в Иркутской области у них всегда было достаточно голосов, чтобы проходило 2 депутата. 2, только в Иркутской, В Иркутской области. А сейчас 3 субъекта мы объединились. Поэтому есть все. И Вторым не номером случайно, идете что вы, второй Виктор номер, да, Николаевич, да. А третьим номером кто идет? идет Сумароков Илья Алексеевич. Это крупный, это Усольский свинокомплекс. Это одно из народных предприятий, которое показывает замечательные результаты. У них средняя заработная плата более 100 тысяч рублей. У них продукция это, значит, сотни тысяч тонн. Это, ну, очень предприятие скажем, социально защищенное. Аграрный олигарх, скажем так. А Богатый кто человек. такой олигарх? Богатый человек. Не, давайте мы. Нет, Не, я дослушал, мы- ну, чтобы это все-таки понять, олигарх. Ну, Олигарх это прошлые- богатый человек, прошлые и выборы- который, не, богатый человек, и который влияет на власть. Влияет, обладающий властью. Вот. Да. Да. Он не обладает властью. Он депутат государственного Иркутской областной думы, но он не обладает властью, такие как олигарх Потанин, например, и многие другие, Дерибаско. Вот это олигарх. Ну, если у него есть шанс Он не стать олигарх. депутатом Государственной Он Думы, он- я думаю, он станет влиятельным, еще более влиятельным политиком уже.
Но он руководитель сегодня. Вот три Ну вот, это тройка, да. Да, Виктор Николаевич, но в советское время было принято соблюдать, например, гендерный подход. Да? Почему в тройке лидеров нет ни одной женщины у коммунистов? Советская. Она каким Советская. номером идет? Но она не в нашей группе, она в федеральном В федеральном списке. списке. Да, А что по советская, Дальнему наша Востоку не дважды нашлось? Герой Советского Союза, Я знаю прекрасно, замечательная это такая женщина, советская. космонавт, она Да, мы все третья гордимся идет. ею, да. Зюганов, Но, вот сейчас а на Грудинина не зарегистрировали, А на она Дальнем идет в советский Востоке, список. а на Дальнем Востоке не нашлось ни одной яркой женщины, которая бы Нет, почему украсила есть? ваш партийный список? Не, почему? У нас в партийном списке, вот давайте сейчас немножко, чтобы... В партийном списке у нас 10 человек в этой группе. Сава Анатольевич Михайлов, он стоит тоже у нас 7-й. Так, Шершеля вам, ищем женщину. Ну, в целом, вообще-то около 20%. То есть одномандатники, скажем так. Да, По 225. одномандатному Да, 225 да, одномандатников от партии. округу, значит, поддержала партия по Якутии Петра Револьдовича Амосова, тоже нашего коллегу-депутата. Да. Почему выбор пал именно на него? И как Петр Револьдович начал свою выборную кампанию, на ваш взгляд? Ну, вообще очень много. Ну, Петр Револьдович – это надежный коммунист, товарищ. Он многие годы возглавлял партийную организацию в Верхнеколымском районе. У него, он один из самых молодых, заслуженных землестроителей республики. Самый молодой, когда ему несколько лет назад это звание присвоили, был самый молодой. Очень большой специалист в земельных отношениях. Он партийный он сегодня секретарь Рискома, он очень такой настойчивый, с хорошим кругозором, знает вообще, ну, республика ее понимает, его тоже понимает. Он очень активно выступает и в партийной работе, партийной организации работает, но он все имеет. Ну, у нас много, у нас вообще-то есть и молодые ребята, которые готовы поучаствовать. Но мы решили, совещались, значит, но решили все-таки его выдвинуть. Он в предыдущем, в 2016 году участвовал в Государственной Думе, набрал 15%. Тумусов первый, он был, он третий был. Первым был Тумусов. Тумусов. Ага. Тарасов был, ну, он, по-моему, Петр был второй, да. Понятно. Да, 15% он набрал, это очень хороший результат. На прошлых выборах, я помню, вы, кстати, вот со «Справедливой Россией» и так далее, выступали с такой коалицией за честные выборы и так далее. Планируете ли вы в этот раз создать какую-либо коалицию, из какой из партий? Во-первых, у нас на выборах президента Российской Федерации в 2018 году за Павла Николаевича Грудинина проголосовало 27%. Это наивысший результат в Российской Федерации. И Павел Николаевич, он приезжал сюда, и мы сегодня с ним очень, значит, поддерживаем связь, он интересуется. Наши очень многие жители республики у него бывает, он каждого встречает, показывает, делится. У нас и фермеры у него были, так и, значит, очень активно. Вот жалко, вот по какой причине его сняли? Еще раз можете нашим зрителям разъяснить? Да, безусловно. Ну, во-первых, 24 июля Центральная избирательная комиссия во главе с госпожой Панфиловой рассмотрела вопрос о регистрации Грудинина Павла Николаевича кандидатом в депутаты Государственной Думы по федеральному списку. Он второй в списке был. Вообще, после 2018 года он руководитель совхоза имени Владимира Ильича Ленина. Это народное предприятие, где, значит, на средства совхоза, была построена лучшая школа в Европе. Лучшая школа в Европе. Детский сад. Там все обеспечиваются жильем, доступным жильем. Там платят очень небольшие деньги. Заработная плата там до 80 тысяч. И это народное предприятие, которое показывает, как можно
руководить вместе с своим коллективом, добиваться хороших результатов. По всем показателям, по всем. У них и животноводство, и землянику, и другие сферы деятельности. Но после 2018 года, когда он участвовал в выборах, занял второе место, прошло уже 700 судебных заседаний. 700. Ну, просто трудно представить. Его по надуманным причинам пытались, значит, в каких-то нарушениях ловить. А цель такая, просто не дать, значит, просто его ликвидировать как предприятие, которое занимает, вот на фоне капитализма этой либерально-рыночной экономики, да. значит, не показывают никаких результатов. А есть такие предприятия, как Мариэл Казанкова Иван Иванович, как Усольцева Ильи Алексеевича, как Грудинина Павел Николаевич. И всякие поводы. В 2018 году, вот это то, что по какому поводу я сейчас скажу, моменты, по какой причине его не зарегистрировали, сняли с регистрации. В 2018 году это была та же история. Та же история. Но его допустили к выбору, не установили никаких нарушений. Да. Никаких. Да. И все это продолжалось, эти судебные дела. Центральная избирательная комиссия рассмотрела 3 вопроса. Первое – это заявление Грудинина, которое он написал и все объяснил. Никакого предприятия в офшорной зоне нет. Хорошо. Нет этого предприятия. Второй документ это прокуратура, Генеральный прокурор России подписал. Значит, это ответ на жалобу Грудинина, супруги Грудинина, который написал в Центральную избирательную комиссию, что у нее есть, значит, за границей предприятие. Генеральная прокуратура ответила по существу на жалобу, что да, но никаких фактов там не привела. Ну, вот, во-первых, этот документ не заверен нотариально. Представлен, это ответ на жалобу, это ей ответ был дан, а не в Центральную избирательную комиссию. Поэтому в этом письме нет утверждения, что у нее есть там предприятие. Ну, самый важный и один из важных, третий документ, который был на руках у членов Центральной избирательной комиссии, это документ налоговой службы Российской Федерации, которая однозначно сказала, никакого предприятия, которое бы никаких нарушений закона, которое бы не позволяло выдвигаться в Государственную Думу, нет. Ну тогда никакого почему нет. сняли? Да почему? не так, вот запретите все, ну чтоб не пошел, вот не Понятно. Нравится он. Я думаю, его что... надо убрать с политической арены, его популярность растет. Это он будет выдвигаться в ГЦ, значит, как там один выступал, это у него будет неприкосновенность депутатская, и он получит больше возможность. Какую возможность? Виктор Работать Николаевич, для людей. Я думаю, незаконное что он, предприятие. не сидит, Его сейчас руки. уже обжаловано Центральным комитетом партии. Если Верховный суд не рассмотрит, тоже мало, значит, здесь какие-то не рассмотрит, то будет обращение Центрального комитета партии, значит, в комитет по правам человека, международный комитет, международные инстанции. Значит, в последний момент Павел Грудинин может вернуться. Да нет, вот сейчас эти судебные, вы знаете, как у нас, эти сейчас судебные дела будут продолжаться и продолжаться. Они могут даже, вот сейчас уже, конечно... Я думаю, что такая бурная реакция со стороны Центральной избирательной комиссии и вот эти перипетии, наоборот, делают определенную пиар, сопровождают выборную кампанию коммунистов. Вам так не кажется? Ну, у нас в какой-то степени люди все-таки, они же разбираются и видят, что незаконно, неправомерно. Просто ложь и клевета. В России обиженных абсолютно. Людей очень любят. Ну, я вот не стал это приводить фразу, что насчет обиженных. Ну, все это меняется. Теперь все его будут жалеть. И сегодня дело в том, что меняется. И скажет, проголосуйте за Компартию, как бы голосовали за меня. И народ пойдет за него голосовать. Так? Ну, все это будет сказано и говорить. Но по существу это незаконно. Нет никакой демократии у нас сегодня. Если говорить, референдум провести нельзя.
Сегодня приняты законы о проведении публичных мероприятий, которые ограничивают митинги, значит, пикеты различные, протестные акции. Сегодня практически митинг, если нужно провести, столько дополнительных, его невозможно. Виктор Николаевич, вот так много вы препонов указали, такое ощущение, что коммунистическая партия в нашей стране как партизаны действует. Все им мешают, все строят препоны и так далее, да? Но, тем не менее, у нас ведь многопартийный парламент, и в Государственной Думе, и у нас в республике парламент многопартийный. Неужели вот эти страсти разгораются только накануне выборов? Неужели вот течение до выборного, от выборов до выборов, как студент от сессии до сессии, как говорится, да, за это время нет таких законных и доступных рычагов урегулировать эти острые моменты, провести подготовительную работу, чтобы она помогла достойным представителям Компартии участвовать в выборном процессе? Почему у нас перед выборами происходят такие, скажем, скандальные моменты, связанные с парламентской партией? Есть масса других неизвестных партий, которые тоже отстаивают свои права, тоже по отношению к ним бывают резкие выпады, да? Но уже к устоявшейся партии почему до сих пор такие препоны строят, как вы считаете? Ну, вообще ответ очень прост. И я не сомневаюсь, что Мария Николаевна, вы очень серьезный, принципиальный человек, вы знаете на него ответ. Сегодня Единая Россия, партия власти, авторитет ее меньше 25% рейтинг этой партии. Ну, надо удержаться на власти. А какой рейтинг у коммунистической партии? Ну, 19%. Это Ну, вот так, в ЦИОМ. вот так, вот а так. сегодня мы считаем где-то 35%. Треть населения поддерживает смело и опросы показывают. Так вот о другом. Так в чем же причина? В чем? Ну, во-первых, у нас около 400 депутатов областных парламентов, законодательных собраний в том числе. И там мы идем во власть для того, чтобы иметь трибуну и выступать. Ну, я могу сказать о себе, я тоже имею право голоса и говорю так, как я считаю. Так, как считаю нужным. Только боязнь потерять власть. Ну, во-первых, я хочу обратиться, что надо прийти на выборы, надо проголосовать. У нас сегодня явка партию власти не интересует. Не интересует. Вот давайте два примера приведу. Мэра города Якутска мы до выбора избирали, вот сейчас, досрочно избирали. 196 тысяч избирателей в городе Якутске, 120 тысяч не пришли. 120 тысяч горожан не пришли голосовать. Это значит, не пришли из-за того, что они, ну, просто вот махнули рукой на все и не участвуют. В городе, в Нерюнгри, избирался глава района. Там представитель Единой России выиграл. Ну, вот слово «выиграл» я всегда беру в кавычках. У кого он выиграл, что он выиграл, не знаю. Значит, 53 тысячи избирателей. За него проголосовало 5 тысяч избирателей. 5 тысяч из 53. Ну, какое-то. Поэтому сегодня власть и не занимается этим выбором. Надо прийти, проголосовать, сказать свой голос. Значит, ну и мы говорим, Виктор поддержите Николаевич, оппозицию. Теперь самый главный ответ на ваш самый главный вопрос. Вот почему? Потому что если они потеряют власть, большинство в Думе, многим придется отвечать. Многим придется отвечать за деньги и собственность, которые миллиарды, сотни миллиардов долларов, там, тысяч миллиардов долларов перевели за границу, купили там собственность, купили там дворцы там, и так далее. Им придется отвечать. Им придется отвечать, что сегодня 120, значит, олигархов владеют 80% собственности. Придется отвечать. Почему сегодня тысячи уже сегодня посажены уже за коррупционное проявление представителей Единой России, и все, ничего не принимается закон. Виктор Николаевич, а как вы считаете? Поэтому боятся потерять власть. Ну, это сегодня понятно. единственное, что сегодня осталось, убрать неугодных, убрать самых популярных, убрать, значит, способных выиграть. Вот Бондаренко сегодня мы тоже, это очень замечательный саратовский, значит, депутат, очень активный и в соцсетях. Сегодня у него популярность миллионы, у него подписчиков. Сегодня уже
начинает возбуждать уголовное дело, где-то он сказал экстремизм. А у нас приняли поправки в законе об экстремизме и терроризме. Приравняли экстремизм, вот отчитывался министр внутренних дел у нас в республике, Прокопенко, и я ему задал вопрос, почему вы там, значит, отмечаете, что проявляется экстремизм, нарушение проведения публичных мероприятий. Вы как это туда записали? Сегодня, поэтому вот сказал где-то эти поправки, если я практиковал власть, ну, Это когда Платошкина. когда он после перерыва не пришел и не ответил на ваш вопрос. Да, Ага. помните вот Да, это, мы этот, значит, да, конфуз этот момент, да, мы для этот них. момент, Или вспомнили. Платошкин, 5 лет осудить. За что? Что он призывал к свержению власти. Какое же свержение власти он призывал? Профессор МГУ. Он что, не знает, что он говорит? Виктор Николаевич, вы достаточно много перечислили, скажем, в какой ситуации сейчас и сама Компартия существует, работает, идет предвыборную борьбу, да? И складывается, конечно, образ нынешнего коммуниста, человека, который должен быть готов к любым перипетиям, да? Как в революционной России в 17 году прошлого столетия. Но, тем не менее, жизнь не стоит на месте. Мы, как отметили, живем в условиях рыночной экономики, и психологии, и избирателей, и даже самих коммунистов, наверное, тоже меняется. Да? И, конечно, они шагают в ногу со временем. Вот каков образ современного коммуниста, на ваш взгляд? Примерно какого возраста образ современного коммуниста, какой у него уровень образования, какие интересы, какие у него предпочтения? Хотелось бы об этом узнать. Ну, Партия же 85 обновляется. субъектов, 85 Да. субъектов федерации, 85. Из них руководители всех региональных отделений с высшим образованием, с хорошим опытом. Ну, почти 25% это до 40 лет, первый секретарь. До 40 лет. Это Свердловский, значит, обком партии. Молодые образованные Пензенский. люди. Молодые образованные люди. У нас первый секретарь Якутского городского комитета партии Дмитрий Шарипов. Он тоже ему немногим больше 30 лет. Да. Поэтому у нас Сава Михайлов, секретарь, член бюро Рискома, Аян Васильев, член бюро Рискома, Алексей Саморцев, у нас Иннокентий Именев. Это ребята молодые, подрастают, они до 35 в связи лет. с этим раз. я Да. очень хорошо знакома и с Аяном Васильевым, да, и с Савой Михайловым. У меня, знаете, вопрос, который я давно хотела вам задать, просто не было такого подходящего повода. А почему в прошлые выборы в 2018 году этих молодых представителей партии вы не рекомендовали избраться в наш республиканский парламент? Ну, рекомендовали. Очень многие, ну и сегодня прошли вообще-то у нас Макаров Слава, молодой парень, лидер комсомола, сегодня депутат, народный депутат Госсобрания Утуман. Да, очень многие у нас в районах, да, лидеры молодые, рекомендовали, многие подросли. Я думаю, вот следующие выборы в Государственное собрание, если сейчас у нас 10 депутатов, я думаю, что пройдет еще больше. И молодые сегодня очень активно себя ведут. Ну, образ коммуниста, вот все-таки Актуальный вопрос. образ Да, коммуниста. да. Ну, это, во-первых, скромный. Человек очень образованный должен быть. Образованный, если говорить в марксистско-ленинской идеологии, но он должен понимать вообще, значит, знать коммунистическую историю, знать историю своей страны, но с большим кругозором должен, и современным, и большим, очень ответственным, вообще болеть за дело. Я считаю, что партийная обязанность, значит, вот первый секретарь, это не работа. Вот я могу сказать о себе. Это мой образ жизни. Я не могу, значит, свернуть свою там папку в 18:00, и я уже пошел, значит, другой человек. Нет, я продолжаю жить этими мыслями, этими тревогами. И он должен быть скромным, ответственным, болеть за свою, ну, быть вообще и очень большим уважением к себе, и в то же время, значит, быть очень внимательным к людям, и, ну, понимать ситуации,
Вот привилегия была у первого секретаря областного комитета партии Юрия Николаевича Прокопьева, светлая ему память. Какая была привилегия? На первом месте он сидел впереди, в самолете, ну только первое место было у него. Первый ряд, да, и все. Но сегодня привилегии на своих самолетах личных летают руководители Единой России. Личные самолеты. Можно и личные яхты. 1, 2, 3. Недвижимость. Но вообще о чем можно говорить? Почему такая несправедливость, такое расслоение общества? Такое не может продолжаться. Не будет, если кто-то знает историю, они вообще-то знают историю. А Зюганов себе не может этого позволить? Да нет у него такого. Нет, все гонорары, которые он поступает, вообще он очень много пишет, лично пишет. Он очень доктор наук, он много издает его литературу за рубеж. Все гонорары идут там или в детские дома отсылаются, или, значит, фонд партии там где-то помогает. Да, нет, он очень скромный человек. Очень скромный. И дети у него все скромные. И вообще он скромный человек. У него никаких там, ну, вот газета «Не дай бог» там издавалась Вот, когда-то. о детях. Все, чего только о нем не пишут. О детях. Можно задать вопрос о вашей семье, о ваших детях, о вашей личной жизни? Ну, конечно, биография везде Так как там вы сегодня написано. у нас кандидат. Да. Нет. С Людмилой Васильевной Мамаевой, она сейчас Губарева, мы с ней почти 50 лет. Мы поженились. Почему она сейчас Губарева? Ну, моя фамилия у нее. Я Она была понимаю. Мамаева девочка. Девичья фамилия Девичья Мамаева, Мамаева. да, Я да. говорю, Мамаева Губарева. Я думала, Но что она недавно фамилию Нет. поменяла. Она как поменяла почти 50 лет назад, так она и есть. Понятно. Я очень счастлив человек. И мы познакомились в Черском, когда я приехал в 1971 году на Колыму. Вот 1971 год, еще полминуты скажу. 1971 год, 12 апреля. Это День космонавтики. Да. Ил-18. Я сел в Москве во Внуково и приземлился в Черском. В Черском на самолете Ил-18, 120 пассажиров с 2 посадками. И сел самолет на полос. Авиаотряд Колыму-Индигирский, Нижнеколымский, это более 1500 работающих, около 100 самолетов. Это в каждый населенный пункт летает по 2-3 рейса. Сегодня нет этого аэропорта. Нет этого аэродрома, нет этого авиаотряда. Виктор Николаевич, мы начали про вашу супругу. Вот еще, да, я просто говорю, прилетел. И прилетел, потом через 3 года женился, 2 детей. Кирилл и Старший. Ксения, да. Кирилл старший, 2 детей, семья. Нормально все. А где ваши Живут. дети сейчас находятся? Ну, в Санкт-Петербурге они живут, сын, а дочка на Таганроге, с дочкой, она не замужем, ну, доченька у нас, внучка очень Какие дорогая. специальности выбрали ваши дети? Ну, и Кирилл закончил Академию гражданской авиации, юридический факультет, прокуратура, а Ксюша закончила Академию народного хозяйства, а до этого юридический факультет. Но по партийной жизни она сегодня второй секретарь Таганрогского горкома партии. Это, получается, ваша дочь? Доченька, пошла она по стопам. вступила в партию, я ее... Убежденно. Ну, она смотрела, чем я занимаюсь, понятно. Она второй секретарь областного комитета партии, член обкома Ростовского. А Таганрог это крупнее, это Да, город серьезный. Таганрог Это, очень город Родина серьезный Антон и Павловича брутальный, Чехова, да, да, и брутальный вообще город. это рабочий город. Меня в партию принимали кандидатом Красный Котельщик, завод в цеху. Я в армии вступил кандидатом, а в члены партии меня приняли в цеху. Она не планирует в Госдуму Нет, избираться? пока не выдвигается. Нет, она второй секретарь. Она... Очень интересная история. И они там закончили школу, родились на Колыме. У нас дети. Я вообще очень счастлив в семейной жизни. Ну вот, конечно, мы все видим и в новостных лентах, и теперь уже и по работе в парламенте, Виктора Николаевича, я вижу, какая у вас большая нагрузка, как вы много работаете, вы правы, в 18:00 невозможно закрыть дверь за собой и обо всем забыть, жить обычной такой мирской жизнью, тем более вы человек, облеченный и властью, и обязательствами. Как вам удается переключиться, немножко развеяться, отдохнуть, восстановиться после такой напряженной работы? Какой у вас рецепт? Ну, вообще, мой любимый писатель Антон Павлович Чехов.
И он всегда уважает себе человека. Ну и вообще его рассказы, если очень тяжело, вот любой томик его взять, открываешь любую страницу и найдешь ответ на свое настроение. Антоша Чиханте. Да, это он же родился в Таганроге. Да, Антон Павлович. И поэтому это одно, как говорится, всегда я не забываю, это он мне помогает идти по жизни. Ну, здоровый образ жизни. Читаете. И вообще второе правило, ну, это и христианское, и вообще общечеловеческое, никогда не унывать. Не унывать. Самый Ну, большой вы такой и грех. есть, такой вы и есть, как всегда, Ну, с улыбкой. в душе пусть это да. все горит, разваливается, но никогда нельзя, чтобы люди видели, что ты унываешь. Никогда. Второе, ну, здоровый образ жизни. Я 30 лет не курю, не пью. Веду очень современный человек. Люблю слушать музыку. Вот Гарик Сукачев, это мой исполнитель, который я Надо очень часто его он, кстати, ведет очень передачи сегодня хорошие. Назад в СССР. Ну, вообще в СССР, да. Поэтому и здоровый образ жизни. Стараюсь заниматься, ну, вот раньше немножко, сейчас это немножко меньше стал ходить, а вообще я ходил по 10 километров каждый день, когда немножко помоложе был. Это раз. Второе, я Активный занимаюсь образ жизни. плаванием. Вообще в Черском я хорошо играл в волейбол вообще. Активный образ жизни. Да, я был президентом Федерации плавания в республике 5 лет. Занимаюсь и сегодня в бассейн, хожу постоянно. И рыбалка, охота, республика. Я вообще, встал и... Да, поэтому все, да, конечно, абсолютно. И потом я убежден, вот там ищет философский камень, ищет смысл жизни. Смысл жизни, делай доброе дело каждый день. Вот каждый день делай. И тебе это вернет. Хочу все-таки похвалиться действительно двумя примерами. Я в Компартии Российской Федерации, это заслуга вообще партийной организации, возродили присуждение Ленинской премии. Первая была пятерка, там были ученые, Жарес Иванович Алферов, а вторые 5 человек. Из первых секретарей я первый, который присуждена Ленинская премия. Да. Поэтому это заслуга партийной организации, моей республики родной. И второе еще А сколько тоже. платят с этой премией? Нисколько. Обычно же она раньше в советское Нет, время была это другой подкреплена разговор. Сегодня это рублем. очень большая моральная поддержка и моральное, значит, такое вот поощрение, да, моральное. Стимул. И второе, я очень много, когда с первым секретарем райкома комсомола в Нижней Колымы, я много занимался оленеводством, молодежными комитетом, вообще, общался много с людьми. И оленевода назвали озеро имени Губарева. Да, по своему кочевью, где они кочуют. И семья Клепичиных Михаила Ивановича, его сын был моим лучшим другом, он трагически погиб. И вот они назвали озеро имени Губарева, у них на картах. А И вот я это, вообще считаю, и заслуженный работник, заслуженный почетный гражданин Нижнеколымского района, это, района. я считаю, высшая награда. Ну да, когда признают простые люди. Да, просто Вот. там. А тот самый Клепичин, который сейчас баллотируется по Арктическому избирательному округу, да? Тот самый, это сын его? Нет, это другие. родственники, Клепичин их очень много, в А. Андрюшкине, это андрушинцы все, да. Понятно. Это сын Эдуарда, который, мы с ним вообще начинали комсомольскую юность, он сам композитор, сам певец, он умер недавно, а это его сын Аркадий. Избирается сейчас по он Арктическому был округу. в одном округе, он был и у нас, к нам приходил. Не буду. Да, но он почему-то от коммунистов не выдвинулся, он выдвинулся от «Справедливой Да, России». перед этим выдвигался от коммунистов. От нас. Понятно. Ну вот, конечно, не могу не задать вопрос, который сейчас у всех на устах. Вышло недавно постановление, которым опять-таки значит, рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса. Да? Виктор Николаевич, вы вакцинировались? Да, вакцинировался. Когда вы это сделали и как вы себя после этого чувствовали? Очень хорошо себя чувствую, во-первых. А во-вторых, у меня никакого сомнения не было.
наверное, даже в марте, наверное, месяце. Ну, это даже несколько месяцев назад, да. Первую, вторую прививку сделал. А то, что вот по этому поводу сказать, вот много, что народ не идет. Приходится, значит, выступать. Да, вот на этот счет. Ну, во-первых, конечно, эта ситуация возникла не на пустом месте. Ну, вот 30 лет назад, если можем говорить, у нас же в каждом районе были, значит, эпидемиологические станции. Они занимались санитарным надзором, эпидемиологическим надзором. Все это... Нет, такого нет. Сегодня нет ни в одном районе такой вот станции. Ни в одной нет. Более того, у нас оптимизация в кавычках произошла, где тысячи коек у нас сократились. У нас нет сегодня участковых больниц. Вообще произошло разрушение системы здравоохранения и образования, ну, здравоохранения. Мы на этот счет с вами сколько раз выступали. Мы говорили, нужно проверить, нужно вернуться, там, где возможно восстановить это все дело. И как сегодня даже ну, нельзя с этим мириться. Поэтому это не на пустом месте возникло. Ну и потом народ действительно сегодня не верит. Но все же, всегда же у нас было, значит, прививки самого рождения. У нас было вообще-то уровень жизни самый высокий везде. У нас здравоохранение было все-таки не сравнить, как сегодня. Технологически. Календарь прививок сохраняется? Нет, не всегда. Не всегда сохраняется. Ну, много все разрушили. Вообще, особенно на севере, сегодня здравоохранение, обследования 2 раза в год проводились. Приезжали во все ленивоческие бригады, во все... Ну, убрали врачей в школах. У нас сегодня каждый второй вообще допризывник уже нуждается в каком-то лечении дополнительном. И потом народ сегодня не верит. Вот ему говорят, надо идти, приказы издают, иди вакцинироваться. Он просто не верит. Ничему. И к этому нас вообще-то приучили не верить. Но говорил, просто все понятно. Они просто не верят, что это нужно сделать. Потому что, ну, приведем пример такой вот, скажем, и сколько раз говорили, значит, создадим 25 миллионов рабочих мест. Последние примеры приведу. Не создали там и 1000 мест новых. Говорили, значит, вопросы пенсионерам сегодня будет повышение, увеличили пенсионный возраст. Более того, закон представила Компартия, чтобы принять, вернуть эту пенсию, убрать это повышение пенсионного возраста. Так продолжается. Принять закон о детях войны, это люди, которые служили Родине с детства, опять не принимается. 7 раз вносили эту поправку в Государственную Думу, наша фракция. Поэтому сегодня народ не верит. Не верит тому, что, значит, это действительно, ну, потому что это действительно польза, это действительно, значит, забота государства о здоровье нации. Да никакой, сегодня нация умирает вообще-то, у нас уменьшается население, И вот коронавирус. Но это же вот сегодня пошла, знаешь, информация, что 40 человек, детей, заболело в неврологическом диспансере в Томоте. До этого у нас есть населенные пункты, где там 200 человек населения, тоже около 50 человек заболевали. Это вообще-то государственная, значит, политика, которая приводит к этому. И сегодня заставлять нельзя, не то что заставлять нельзя, надо убедить, найти форму убедить, доказать это. Но не так какие-то приказы там принудительно. Народ всегда поддерживал. Там страна справлялась в советское время не с такими заболеваниями. Страшными были заболевания, справлялись. Потому что в 1949 году Иосиф Виссарионович Сталин подписал один распоряжение советского правительства о борьбе с туберкулезом в Якутии. Конкретно в Якутии. Там было, если почитать этот документ, там расписано, сколько бутылок кумыса выпускать, сколько, а у нас закон есть о кумысе, и где он, этот кумыс, сколько послать врачей, сколько создать
против туберкулезных диспансеров, против там и так далее и тому подобное. Все было выполнено. Мы покончили с этим. А сегодня, к сожалению, умирают от туберкулеза. Умирают. Поэтому неверие сегодня. Вот у нас 40 тысяч заболело. У нас около 200, ну я не буду точно, смерть это точная, конечно, цифра, но было на каком-то периоде и 175 человек. В тяжелейшее время мы вообще оказались впереди, фронте, где решается вопрос в рядах Коммунистической партии и ее сторонников. Мы сегодня В самой совсем... партии тоже все непросто. Ну, это как и везде, как и всегда, это не может быть по-другому. Когда мне задают вопрос, как живешь, нормально, на этот вопрос мне всегда трудно ответить. Нормально? Не может человек жить нормально. Если у него нормально, ну, значит, что-то не так. Я счастливый человек, что вот почти 50 лет в республике. Я состоялся как гражданин, как патриот, хорошая семья. Меня знают во всей республике. Я очень дорожу этим. Я всегда говорю, у нас в республике единственный, наверное, регион, где очередь небольшая в газету есть. Газету покупают. Несколько человек подходишь. Да, покупают. У нас издается 100 изданий. И в национальных изданиях. У нас замечательная газета КМ, «Искра», которую читают все. И многие другие издания, средства массовой информации, читают все. Поэтому наша республика одна, где у нас классы, 11 класс, у нас малокомплектная школа, почти более 660 маленьких школ, но там есть классы, 8 выпускников, и все 8 поступают в высшее учебное заведение. Тоже такого нет. Вот. Поэтому нет, я вообще-то счастлив и очень всегда оптимистичен. Любой разговор, у нас все люди, вот к нам, кто сюда приезжает, ну, приезжал депутат Государственной Думы в Намцах. У нас было собрание, когда он приехал из Москвы, мы в Намцах там провели в клубе собрание, и ему задали 56 вопросов. Ему задавали там, как в Америке, как там, значит, в других странах, Да, как то все. Он такой. Просто не мог. Был удивлен. Он не то, что удивлен, был поражен. Ну, про Африку ответил? Да, ну, где-то так, да. Ему помогали ответить вместе. Поэтому, да, вот, поэтому нет. Но обращение какое? Нашему удивительному народу. Да, но прежде всего хочу сказать, что нужно прийти на выборы. Нужно прийти проголосовать. Нельзя сегодня посидеть. Ну, недавно я в бассейне, значит, вот буквально плавал, тренировался, и там парень один ко мне подъехал. А вы же коммунист? Я говорю, да, коммунист. Плаваем вместе на дорожке. Да, коммунист. Он так вот, татуировка, современный такой парень, здоровый. Ну, вы скажите, что делать? Вот что делать дальше? Я никогда не голосовал за коммунистов, никогда. Но сегодня пойду за вас голосовать. Скажите, что, можно что-то изменить или нет? Я пойду. Поэтому нужно пойти, нужно проголосовать. Проголосовать, поддержать, ну, партию, конечно, безусловно. Сегодня мы никогда вас не обманули, никогда вас, значит, мы сегодня понимаем, самая главная критика, а что вы сделали? А сделали мы должны были изменить вместе с вами ситуацию, которая бы позволила жить счастливо, безопасно, не иметь бедных, безработных и двигаться вперед. Поэтому нужно прийти и проголосовать. Проголосовать за программу Компартии, которая действительно это наша программа, народная программа, за справедливую, сильную, социалистическую родину, за власть народу. Спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. Хорошо. Все, да? Ага. Ну, теперь с монтажом примерно когда? На следующей неделе, наверное, да? Спасибо большое.